Открытия в 2017-м начались с самого начала года. Еще в январе свои двери для учеников распахнули 3 школы. Первой в череде открытий стала 5-я Икажевская, рассчитанная на 540 ученических мест. Уютные и комфортные классы, полностью оснащенные для проведения лабораторных работ. В школе предусмотрены и раздельные мастерские для мальчиков и девочек. Одни могут заниматься шитьем, а другие работать на токарных станках. Плюс большая библиотека и спортивные секции. Она немножко отличается от других школ. Она собой представляет школу, состоящую из 4 корпусов. Вот первые 2 корпуса вы видели, они двухэтажные. Эти 2 корпуса отведены строго под учащихся начальной школы и административный персонал. А сам центральный корпус, это 3-й и 4-й корпуса, они отведены для учащихся среднего и старшего звена. А в конце января новоселье справили около 600 сунжинских школьников. Новые корпуса первой городской школы построены на месте старого здания, которое планировалось реконструировать. Но после оценки экспертов его было решено снести. Строителям понадобилось чуть больше года, чтобы возвести сейсмоустойчивый объект, отвечающий современным стандартам. Торжественное открытие школы состоялось в присутствии почетных гостей. Надеюсь, что дети, обучаясь в этих школах, видя вот эти новые изменения, будут более прилежно учиться, будут еще лучшими, послушными и будут стремиться сдать или единый государственный экзамен, как сегодня он называется, или какой-то любой другой экзамен, неважно. А строительство 3-этажной школы в Галашке длилось год. Здание старое простояло целых 60 лет. Педагоги, учащиеся и родители никак не могли нарадоваться новой школе, в которой для качественного и комфортного обучения все предусмотрено. На 700 учащихся открыли школу и в Малгобеке. Ребята теперь учатся только в одну смену. Большие классы, просторные актовые и спортивные залы, где с большим удовольствием учащиеся окунулись в занятия. Ну а сердце самой школы, библиотека, расположилась на 3-м этаже. Здесь около 20 тысяч экземпляров книг, начиная от мировой литературы и заканчивая классикой. Школа очень просторная, все условия для того, чтобы учиться, все ученики под большим впечатлением, конечно, не сравнится с тем, что было раньше. Впрочем, на односменный режим обучения перешли не только в Малгобеке. Несколько школ разгрузила и открывшаяся в мае 6-я Насыркордская. Сюда перешли учащиеся из 5-й, 10-й и 17-й школ. Левое крыло здания занимают классы для младшего звена и игровые комнаты. Правое для старшеклассников. Большой актовый зал с внушительной сценой и вместимостью более 200 человек. Для книголюбов предусмотрен просторный читальный зал, рядом с которым расположено и книгохранилище. В новой школе есть и уютная столовая. К учебному процессу отнеслись не менее серьезно. Мне нравится все. Но больше всего мне нравится то, что все ученики 6-й школы будут развиваться, будут учиться на 5-ки. И желаю им счастья. Очень нравится школа внутри и снаружи. Ее построили рядом с нами. Не надо будет в 10-ю школу переходить через трассу. В мае с рабочим визитом в Ингушетию приехала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Компанию ей составил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В рамках поездки гости ознакомились с работой ряда социально значимых объектов. И в открытии такого крупного объекта, как новая школа, не могли не принять участие. Все правительство России, все правительство вашей республики заботится о том, чтобы у вас были хорошие условия для вашей учебы. И я надеюсь, что действительно в этой новой школе никаких двоек не будет. Вы будете учиться только на 5-ки и 4-ки. Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы действительно в этой школе всегда царил дух образования, просвещения, радости, чтобы ребята, приходя сюда, всегда стремились возвратиться, понимая, что для них это тоже один из родных домов. Но самой крупной школой в регионе, да и во всем Северном Кавказе, стал Центр образования, открытый к новому учебному году в столице. Выступая перед собравшимися, почетные гости отметили, что создание условий для полноценного развития школьников – первостепенная задача. Уверен, что школьные годы пролетят быстро. Им хотел бы пожелать, чтобы они, выйдя из стен этого замечательного учебного заведения, всегда помнили о своей школе, о своих педагогах, а школа гордилась своими выпускниками. Мы довольно серьезно разгрузили магазские 2 школы, где дети учились в каждом классе, там порядка 35-36 детей. Благодаря поддержке и усилиям федерального центра, личного участия Олега Евгеньевича Белавинцева и его командой. И, конечно, не могу здесь
И сказать огромное спасибо Ольге Юрьевне Голодец, вице-премьеру, которая более чем трепетно относится к строительству объектов образования, как у нас в республике, так и во всех регионах Российской Федерации. Просторные светлые классы, большие коридоры, актовый зал на 750 человек. Столько же и в большой столовой, а также 4 спортивных зала. Уникальность нового образовательного центра еще в том, что объект состоит из 3 учебных корпусов, где организовали раздельное начальное, среднее и старшее обучение. Здесь есть все виды спорта, это очень хорошо, потому 4 что спортзала. Не надо сразу здесь можно заниматься, не надо ходить в другие места. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики детей будут делить по талантам. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием. Не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. А в день принятия Конституции страны в Назране открыли 12-ю школу. Почетные гости, а это заместитель председателя России Александр Хлопонин и глава региона Юнусбек Евкуров вместе с учениками разорвали импровизированные кованые цепи и пригласили всех собравшихся в мир новых знаний. Замечательная школа, и еще раз говорю, для нас такой маленький, небольшой храм науки – это огромный, я не знаю, там бальзам для всей страны, для всего государства российского. Поэтому, когда такое качество, мы всегда переживаем только за наполнение этого прекрасного храма вот большими или качественной системой образования. Но когда такие замечательные ученики, я сам большой, школа живет своими учениками. Я считаю, что с такими потрясающими учениками, я думаю, что лучшая школа, одна из лучших школ у нас на территории Северного Кавказа. Кстати, дошкольному образованию уделяется в регионе не меньше внимания. В начале 2017-го в селении Верхние Очулки открыли детский сад «Солнышко». Дошкольное учреждение изначально было рассчитано на 220 малышей, но условия позволяют увеличить число воспитанников в 2 раза. Нам очень нужен этот садик, потому что мы, сельские жители, без этого никак. Первый раз у нас такое удовольствие для нас, это большое счастье, что у нас садик открылся. В республике открыт 71 детский сад. Охват дошкольным образованием детей до 7 лет более 13 тысяч. А вот школ в Ингушетии на сегодняшний день больше 120. Из них 49 в городских поселениях и 74 в сельской местности. Впрочем, по уровню образования разграничений между ними нет. Более того, еще одна сельская школа республики, а именно 17-я в селе Верхние Очулки, вошла в топ-100 лучших школ России. Конкурс ежегодно проводится с целью выявления образовательных учреждений, добившихся наиболее высоких результатов в обучении и воспитании школьников. На протяжении нескольких лет наша школа выходила в лидеры в разных номинациях. В 2006 году школа наша была признана лучшей школой по внедрению инновационных программ. А с 2011 года школа наша в реестре лучших образовательных учреждений России. В прошлом году, в 2016 году, нас снесли книгу почета по итогам. А в 2017 году, как, наверное, итог, нас пригласили принять участие, мы представили документы, аналитическую справку, и мы вошли в 100 лучших школ. Номинация «Сельская школа». А одной из главных задач в сфере общего образования на ближайшие годы остается ликвидация двухсменки и переход в одну смену. Так, в 2017 в регионе завершено строительство 7 дошкольных и 9 общеобразовательных учреждений. Это обеспечило более 6 тысяч мест в школах и 1500 в детских садах, очередность которых в прошлом году по сравнению с 2016 снизилась на 28%. В прошлом году за счет реконструкции старых и строительства новых объектов мы построили 20 школ. В 2018 году мы закладываем 18 объектов в сфере образования. Это 8 школ и 10 детских садов. Я считаю, что республика в этом направлении развивается очень стремительно. А значит, и 2018 уже сейчас можно смело назвать для региона не менее прогрессивным в образовательной сфере. В этом году уже открыто 3 объекта. Новая современная школа на 704 и детский сад на 220 мест. Сразу 2 таких подарка преподнесли жителям микрорайона Юбилейный в Назране. Объекты построены в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Республика Ингушетия отличается очень хорошими темпами роста населения, и мы все вместе с вами этим гордимся.
Но вот такое положение налагает особую ответственность на руководство республики. И мы видим, что руководство республики справляется с этой задачей обеспечения наших детей качественными учебными и дошкольными образовательными учреждениями. Сегодня мы видим, что вот на эти учреждения государство выделило более 600 миллионов рублей, но они потрачены и израсходованы на очень нужное дело, на наших детей, на наше будущее. Хочу сказать личное спасибо, огромное спасибо Ольге Юрьевне Голодец, вице-премьеру, которая с пониманием отнеслась и к этому микрорайону. И мы такие же садик мы уже открыли, школы строим, и 110 гектаров микрорайон, где мы строим жилье для поздневиков. Огромное спасибо министру образования и науки России Василию Ольге Юрьевне и министру по делам Северного Кавказа Льву Владимировичу Кузнецову. Почему? Потому что все вместе мы просто решили эту глобальную задачу. И я уверен, что для родителей сегодня нет никаких проблем. Школа стала еще одним украшением микрорайона. 5 разноцветных корпусов здания, 60 рабочих кабинетов, пищеблоки, столовая, библиотека и читальный зал, кабинеты для занятия хореографией, медпункт. Сюда перешли учащиеся со всего микрорайона и дети из района 105-й массив. Для школьников оборудованы лаборатории, классы для кружковых занятий, а для самых спортивных – изюминка школы, стена для скалолазания. Тут же рядом расположился и новый детский сад, 12 групп, 3 из которых ясельные. Педагогический штат полностью собран, а имена первых 52 воспитанников сада уже известны. Но к 1 сентября здесь зазвучит намного больше детских голосов. Садик большой, много игрушек, игровые комнаты. Наши дети могут развиваться на новом качественном уровне, получать дополнительные услуги и просто обрести для себя комфортную среду. Это действительно комфортная среда. Самый большой капитал для нас – это наши дети. И сегодня, вкладывая в наших детей, заботясь о наших детях, мы, естественно, верим в то, что будущее наших детей будет прекрасным, счастливым, красочным. Символичный сундук знаний, олицетворяющий новую школу, чуть раньше открыли и в Карабулаке. 3-этажное здание строители возвели менее чем за год. И, пожалуй, одно из самых важных достижений, как подчеркнул глава региона, с открытием новой школы сразу в 3 карабулакских закрывается вопрос с двухсменкой. Сюда перешли дети из 2 школ, 2-й и городской гимназии. Этот праздник с детьми и педагогами разделили почетные гости. Общее образование, школы, дошкольное образование, высшее образование – это то, чему сегодня наше государство отдает приоритет. Именно поэтому в прошлом году председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев в Владикавказе принял решение о выделении дополнительных денег Северо-Кавказскому федеральному округу для строительства школ, которых, к сожалению, мы еще ощущаем большой дефицит. И очень прекрасно, что за этот короткий промежуток времени здесь, в городе Карабулаке, появилась новая школа. Она создаст хорошие условия для учителей, которые смогут действительно вам дать те знания, которые помогут вам быть достойными гражданами своей республики. Это лишь малая часть того, что сделано в регионе за последние годы в сфере образования, которое выходит на новый уровень. Ведь квалифицированная, образованная и развитая молодежь – это свои профессионалы и свои специалисты, залог динамичного развития региона в правильном направлении. Хади Добриева, Мария Мистоева, Индира Манкиева, Новости 24.